И как только что стало известно, сестра арестованного таджикского адвоката Бузургмехра Йорова задержана в Душанбе, после того, как накануне дала нашему телеканалу интервью о ходе дела ее брата. В 8 утра сотрудники УБОП МВД задержали Хасият Йорову и доставили в отделение. Ее родственники собрались возле отделения милиции, пытаясь понять, за что арестовали молодую женщину. МВД Таджикистана отказывается от комментариев по этому делу. Источники Тажинфо.орг сообщают, что причиной задержания стала общественная деятельность Йоровой, направленная на защиту брата, в частности, ее публикации в социальных сетях и общение с прессой. Сотрудники УБОПа не раз предупреждали ее о том, что надо молчать. Последней каплей стало интервью нашему телеканалу, которое она дала несколько дней назад. В нем Хасият Йорова рассказала, что ее брату Бузургмехру Йорову предъявлены новые обвинения. Помимо мошенничества, власти обвинили его в экстремизме, национализме и призывах к свержению государственной власти. Сам адвокат заявляет, что никогда подобного не допускал в своих речах. Арест адвоката произошел после того, как он взялся за защиту арестованных членов Политсовета оппозиционной партии Исламского Возрождения. Некогда парламентская партия была запрещена судом и объявлена экстремистской. Свыше 200 человек было арестовано по всей республике. Не раз сообщалось об избиении задержанных в СИЗО и даже изнасиловании надзирателями женщины-адвоката Зарафор Рахмани. А вчера были задержаны жена и сын заместителя председателя ПИФ Саидумара Хусайни. Пожилую женщину с сыном задержали после выхода на сайте портала «Азия Плюс» статьи о ходе расследования уголовного дела в отношении членов ПИФ. Их также доставили в отделение полиции и попросили не говорить лишнего и даже не общаться с прессой. Я хочу обратиться через вас и сказать, что я принимаю их условия. Если мое молчание будет в пользу общества и спокойной жизни моих родителей, я буду молчать. Я тоже гражданин Таджикистана. Ни я, ни мой отец никогда не выступали против Таджикистана. Даже сейчас мы не нарушаем законы. Единственное, что я сейчас прошу, не нарушать права моих родственников.